Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая», со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел участник электронного дуэта «Уран», продюсер, музыкант Айтал Алексеев. Айтал, приветствую, познакомься с Семеном, но мне кажется, что вы уже знакомы. Мы знакомы, да. Да, спасибо, что ты согласился быть гостем нашей передачи. И учитывая то, что у нас такой кулинарный концепт, кулинарный ток-шоу мы его называем. С чем ты пришел к нам, что будешь готовить? И вообще это как с готовкой? Так, ну да, вообще я был обескуражен предложением, во-первых. Долго думал, да? Да, я вообще в целом больше занимаюсь музыкой, там, диджеингом, да, но с готовкой так близко не связан. Вот, и поэтому в основном готовлю какие-то такие базовые вещи домашние. И был удивлен, что именно пригласите на кулинарное шоу, поэтому очень рад здесь находиться. И вот с помощью Семена мы вот решили готовить сегодня оленину домашней лапшой. Все понятно. Ну, то есть вы будете сообща, ребята, это делать? Да. Да, потому что я, опять-таки, не настолько силен да, в этом у деле. тебя есть возможность двух зайцев приобщиться. Да, мастер-класс. Да, мастер-класс, одним выстрелом двух зайцев. Семен, мастер-класс, ты подучишься от и спецов, посмотришь. конечно, от спецов, да. А почему, опять-таки, выбрали полевой суп оленей? Потому что мы не только были в горах, но и также, я имею в виду наш музыкальный дуэт, что мы выезжали в экспедицию большую, делали, изучали там и природу, и в стойбище мы попали оленеводческое. Как ребята живут, оленеводы. Я вот жил с оленеводами лично, и как раз в процессе там же постоянно нужно готовить. И, и женщины в основном как раз готовили суп, там такие простые вещи. Да. Ну, тебе понравилось, и ты решил как бы это. Да. Может быть, дома, да, после этого ты будешь и дома бацать это все. Да? Дома, бацаю обычный, да? якутский суп обычный. Хорошо. Бацаем, ну все, Семен, с чего начинаем? Да, мы возьмем морковку, лук, сделаем пассировку. Сейчас давайте поменяемся быстренько местами. Да. Хорошо, пока Семен тогда делает, Айтал, ну, конечно же, первый вопрос, конечно же, про группу. Как он образовался, я знаю, что это было в 2015 году, 8 лет назад, 7 лет назад, да? Да. Как так получилось? Что предшествовало вообще? Да, в принципе, вопрос частый и интересный в том плане, что сам проект абсолютно стихийно родился. Никто я даже сам не подозревал, не думал, и не было такого активного желания. Целенаправленно к этому не шли? Нет. Как-то вот. Это оно родилось, мы писали музыку, мы занимались диджеингом с Дмитрием. Какие-то вечеринки я тогда делал, мероприятия, фестивали делал. То есть разные мероприятия, да. И в связи с этим мы думали, что как раз объединимся и начнем свою творческую деятельность с написания какой-то определенной музыки. И это всегда была, это, естественно, была электронная музыка, потому что мы... Ну, то есть хотя бы в одном направлении смотрели. Не, конечно, в одном направлении мы думали, но вот сам дуэт «Урана», он зародился именно с целью, можно сказать, воссоздать, модернизировать, соединить этническую культуру нашу, саха, да, якутскую, и как раз современной электронной музыки. Кто придумал название и почему именно это выбрано? Ну, то есть это же Уран, это Уран-Хай? Да. Ну, вообще интересно. А то думают люди, Уран, это, может быть, это периодической таблицы. Да, часто думают, что это связано как-то с радиацией. И с радиацией, да. И с планетой, да. И с планетой Уран, да. Вот, но название родилось тоже. Так вообще, я понял, по жизни всякие интересности, проекты, какие-то уникальные мероприятия, они всегда стихийно, случайность, да, случайность, Сейчас это то, что говорят сейчас. Да. И мы просто сидели, перебирали в течение, помню, пару дней, перебирали название, как назваться. То есть еще у вас был лист, где, давай, может быть, так, может, да. Всегда же так. Ну, конечно, как назвать группу? Мы думали, что там, я не помню, по-моему, раз у нас там были там какие-то электронные сложные английские. Это такое, тайного Санту не делали, там такое, 7 осталось, финал вышло, давай вот это, такой, черт. Да. И мы так думали тоже, всякое разное перебирали, и просто в какой-то момент, я помню, то ли в газете, то ли где, что-то мы, или в интернете, конкретику уже точно не помню, наткнулись на слово «Ранхай».
Конечно, мы знаем его значение, там, что тут это древние якуты себя называли, да, уран хайсаха. И, конечно, мы взяли, и нам очень вот понравилось уран именно, корень. Уран. Да, уран, слово уран. Что он такое легкое, доступное, запоминающееся. Ну да. И главное, что как сказать, оно не было использовано кем-то. Да, ну, это то есть, у как нас. бы на тот момент не было занято. Да, Вы уже успели занять. уникальность, И все. да, Уникальность тоже, да. И все, мы уран, 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 и народ уран, уран и уран. Да, и у тебя уже практически псевдоним, да? Ну, Да. запоминает, да, Айтал Уран. Да, мне это он. всегда это уран, да. Да, Я уже называют. привык, Ага. уже так, да. Раньше по фамилии, а так сейчас, да, конечно. Вот. И мы делали музыку, начали делать, и вот выпускали, получается, альбомы. Свой первый альбом мы как раз выпустили, если не ошибаюсь, вообще ВКонтакте. Просто выложили в ВК. Сейчас же у нее... Общий доступ, да. Да, Сейчас да, ВК у Music, нее, да, у нее сейчас ВК Music, у нее сейчас вообще там новые охваты, ренессанс новый в этой соцсети. А тогда она особо не была востребована, и мы как-то выложили свой альбом просто, и люди подхватили. Вот как раз первый альбом у нас назывался «Roots», «Корни». Roots, Да, Roots, там были именно использованы этнические инструменты хамус, потом таюк пели, песнопение, там девушки и так далее, Алиса Савинова. И как-то вот люди так подхватили, что мы поняли, о, как классно, что нам нравится. И не только в Якутии, а ВКонтакте там и россияне все слушали, смотрели. С этого началось. Здорово. А как выбирали вот с тем, кем вы работаете, например, да? Ну вот говоришь, девушку там какую-то взяли там. Ну, вообще, интересно тот факт, что изначально мы не планировали в целом... Опять же стихийно. Да, мы не планировали изначально работать с якутской культурой, а думали просто будем делать классную кочевую электронную музыку для фестивалей, чтобы люди танцевали, получали наслаждение, настроение и отрывались, в общем. Ну, я послушал, да, ваша музыка такая. Ну, потому что вся электронная музыка, по большому счету, она такая. Если она танцевальная, ну, конечно, она сделана для того, чтобы поднимать настроение, бодрить. Да. Ну. Вот. И, то есть, и такой, чтобы был цепкий грув, то есть сама вот там танцевальная ритмика. А что касается, почему мы решили именно якутские взять элементы, потому что мой отец, он всегда говорил, что вот у вас перед носом есть уже готовая культура, которая уникальная, самобытная, да, и она нуждается в реформации какой-то. Вот. Ну, не то, что он так говорил прямо, нуждается в реформации. Ну, просто, просто говорил, а что вы не используете наши... Один раз сказал, и вы так, а почему нет, да. Всегда же бывает так, что иногда говорят, что надо задать себе конкретный вопрос, ответ придет сам собой. Ну и вот послужил отец, получается, да? Ну, раз уж коснулись отца, расскажи, пожалуйста, вообще, откуда ты родом, ну, вот про родителей, может быть. Так, ну вообще у меня... Твоя история, да? Да, моя история. Родился в Москве, потом мы с родителями переехали в город Нерюнгри. Вот. Там, получается, мама, папа, Кирилл Иванович, Ирина Михайловна Алексеева. Они занимались транспортными перевозками. Была такая у нас фирма «Эргис ЛТД», называлась. Вот. И как раз там, и вот в то время, когда мы там находились в Нерюнгри, привился вот этот музыкальный вкус, желание слушать разную музыку. Отец постоянно слушал. Ну, не электронную, но разную, там, зарубежную, там, Pink Floyd группы, там, не знаю, Led Zeppelin. Да, вот это все самое такое топовое, интересное. И я помню, что я даже когда в школе на уроке музыки, я очень хорошо помню это, необходимо было сделать реферат значит, по любимой группе своей. Все мои одноклассники, они сделали там Бритни Спирс, Шакира, там «Ласковый май», все, что было актуально, NSYNC. А я сделал про Pink Floyd, и не просто про Pink Floyd, а еще и там композиция «Экос», которая там 13 минут, у нее несколько частей, и мы сидели, там нужно было прослушать отрывок,
а там же, ну, вообще, там, ambient местами вообще Да, ничего да. не происходит. Ну. Вот, а у всех там Шакира, а я там включаю это, и сидите на меня смотрят. Вот, Что- и что да, происходит, что происходит вообще, А. где музыка, где, Да, что это, это? музыка вообще. Ага. Вот. И учитель музыки, он сказал, ну все, товарищ, ты пойдешь по своему пути, и все с тобой понятно уже. Какой любимый альбом Pink Floyd? У меня, ну, в принципе, наверное, ну, есть там Dark Side of the Moon, понятное дело, это самый такой попсовый, самый узнаваемый, но у меня, наверное, Atom Heart Mother's Youth будет этот. Так, а самый. вообще есть любимая группа? Ну вот предпочтение в музыке, наверняка, да, ну, техно, электронная музыка, да, у тебя? А вообще, любимая композиция, любимая группа? Так, любимая группа, прям у меня любимая группа. Ну, такого уже, конечно, нет. Guns N' Roses, нет? Да, Я просто, уже... потому что у меня Guns N' Roses. Нет, Guns N' Roses классная группа, Да. да, абсолютно, и там Sex Pistols, не знаю, куча групп. Но такого прям именно любимая, такого такого нет нет, да? уже, да, уже. То есть потому явный тогда получается в музыке. Ну что у тебя в ушах Ну, играет, когда ты... Pink Floyd, например, она навсегда со мной, потому что Ну да. все равно у меня есть вся дискография, я слушаю там временами. Ну, всё равно родители как- слушали дома и вот как-то Да. вот так Оно шло, да? да, наверняка? привило. А вот из современности, ну это больше, наверное, тоже разные электронные проекты. Там, не знаю, группа Крем Сода та же, или, ну, в России, да, или Locket Club есть еще такая, у них второй альтер-эго, такой панк, жесткий электропанк. М. Вот, из мира... Мы, кстати, Джеффа Милса обсуждали. Да, Джефф Вот, Милс, да, его до Эффект передачи. Джеффа Милса, Я, Future Sound of London, потому да, что да, я да, тоже я 90-е годы, очень- конец 90-х, я помню первый рейв в 95-м году, я потому что там с супругой познакомился в будущей своей, и для меня это было что-то вот такое. не, очень круто, что ты это сказал. Я И- ровно в молодости тоже вот так, ну как, я сейчас Да, достаточно да. не старый, но я Волосы волосы тоже красил, да. Да, мы Красные, как раз об этом желтые. говорили. Да, То есть да. уже были, то есть вы тоже панк, как бы, получается, Ну, как немножко. бы немножко неформал, да, скорее. А, нефор, ну да. Не сказать, что я прямо, я особенно жестко там панковал, но что-то вот такое где-то там в голове говорили, ты вообще нормальный? Ну, Джефф Милс, он до сих пор выступает, техно-музыкант. Вот, Aphex Twin известный. до сих пор Aphex выступает, Twin да? тоже. До сих пор Aphex Twin выступает. Ну, он очень редко, конечно, но да, выступает. Но они крутые. Это же пионеры, отцы, Да. основатели электронной музыки, все равно все считаются, все знают. А не Daft Punk, как многие считают. Ну, не, почему Daft Punk Они, тоже тоже, молодцы в своем они тоже роде. ветераны, конечно, да. Ну Да, ладно, но да. они- да. Давай больше поговорим про... Ну вот, мы же поговорили немножко про музыку, про группу твою. А что ты делал до 2015 года? Так, до 2015 года мы... Что я делал? Ну, я делал мероприятия всякие. Откуда вечеринки. это пошло? Да тоже опять спонтанно. Да, Тоже, да, да. как так-то? Мы- Ты как Форест Гамп, что говорят, ну такой, ну ладно, вот этим займусь. Ну креветки так креветки, типа. Так у меня даже мне отец как-то говорил, что, помню, имя Айтал же переводится как Айтал, да, твори и выбирай. Ну, то есть Айтал. что-то твори и Да, да, выбирай. да. И у меня так по жизни всегда. Я творю, что-то делаю, заворачиваю, создаю, и потом оттуда выбираю. Ну то есть, Уран всё это равно тоже- творческая составляющая немаловажна, да? Ну, Да, то есть, да. Как То есть- у нас же говорят, ну, мужиков полушарие, там с этой стороны другой, а у тебя как бы больше это творческая. Да. Поэтому, Составляет. когда ты спрашивал меня насчет, чем я занимаюсь, то есть я как бы всем занимаюсь, получается. То есть, Ты и- предприниматель, у тебя Да, то есть звукозаписи, очень много ты творчество, деятельности. да. Ну, это, конечно, плохо, с одной стороны, что ты распыляешься, но с другой стороны, зато интересно. Жизнь одна, да. Да. Надо же заниматься любимым делом. Поэтому, как говорится, ты на своем месте и, Да. собственно, и занимаешься. Вот, и насчет, поэтому мы говорили насчет чего? Насчет Хокусбол. до 15 года, чем А, ты до занимался, 15-го. да. Ну вот, да, Организация вечеринки, мероприятий. Мероприятия, фестивали сделал Open Space, самый крупный у нас там. В Якутии было около, сколько там, 3-4 тысяч посещений было. На Усть-Хатыне мы делали. Фестиваль электронной музыки. Мгм. Мы, я имею в виду команда, что Да, не один. ну, вместе делал. Да, организовали и все прочее. Да. Не страшно было? Ну, Что народ не придет, а вдруг из хаты, где там, ну мало ли. Была какая... Дождь пойдет, в было- конце концов. Да, но юношеский Это же не Вудсток? максимализм и... Да. 57-го. Но у меня было такое прям, что я хочу что-то изменить. У меня такой был порыв. Я хочу сделать, я хочу донести. Я шел Да, по ну зову в молодости внутреннего- юношеский да, максимализм, тестостерон
прет, и ничего не боишься, Вообще идешь. не думал даже. Я не думал, что ой, я иду в минус, и что со мной будет, там, условно. И как, что, как, да, как, ну и что дальше? Да, Ну, иду и в как, минус. как прошел? Ну, слава богу, все хорошо. А, Просто это просто говорили, что про минуса там. Да. Нет, нет, все хорошо, все замечательно. Слушай, ну вот ты организатор мероприятия. А помнишь вообще свой первый проект? Что это было? Или это был вот это именно этот фестиваль? Нет, сначала, конечно, вечеринка. Самая обычная вечеринка. Тогда в 2012 году был популярен такой жанр электронной музыки, как дабстеп. Вот. И в Америке он до сих пор сейчас популярен. Дабстеп. Да, дабстеп, да. Степ это же шаг. Даб, Да, даб да. это дуб. Да. Ну, то есть там был драм н бейс еще, жанр такой. Но знаете, драм бейс да? это такой очень много низов. Да, и быстрый такой. Ну. Вот. И был дабстеп. И мы именно тогда, я помню, также сидели в кафешке и думали, почему бы не сделать вечеринку такой музыки в Якутске именно здесь. Вот Джет Клаб тогда был. Джет Клуб, да. Ага. И там как раз у нас работал наш знакомый арт-директор. Он дал добро. Вот, и мы сделали свою первую вечеринку тогда. И у этой вечеринки был самый такой большой успех тогда. У нас там 300 человек, что ли, пришло. И это очень много было. Ну, как показалось, что мы думали там для человек Джет это 50. много. Джет Да. как бы небольшой клуб был. Да, вот. Было очень много людей, молодежи неформальной, которая как раз хотела развиваться, искала пути самовыражения. Это была такая креативная молодежь, творческая молодежь того времени, можно так сказать. И вот то было и спусковым крючком, наверное, после чего то мероприятие. Да, ты подумал, что нифига, круто. Да. Оказывается, я могу, так Да. как и мы можем. Да. Ага. Ну, то есть вера в себя появилась, и ты уже такой, ну вот оказывается, что ты Окрыленный можешь. первым успехом. Да. Да. Да, и денег заработали тогда, кстати. А, Вообще ну. нормально. А почему нет, да? Да. Деньги, кстати, наверное, были тоже немаловажным. Деньги. Деньги, Финансовый да, конечно. успех. Да, финансовый Тогда. успех. Но все же Для молодых людей особенно. предпринимательская жилка, она оценивается только денежным успехом, больше ничем. Да. Ну да, согласен. Слушай, почти все твои альбомы или все названия на латинице. Специально? Да Чтобы нет. ориентироваться на Ну, не только на Россию. Специально в том плане, что как мы... Ну, конечно, наша музыка, как сказать, в реалиях рынка тяжело воспринималась всегда, потому что на рынке РФ больше присутствовала всегда попса, что-то очень понятное, простое. Поэтому для масс. называется и попса, да. Ну, Да. то есть поп это как Да. бы это же основная масса. Вот, а мы создавали свое какое-то видение, свою музыку, самобытную, уникальную, и она даже до сих пор особо не то чтобы не востребована, но не хорошо распознается массами. В том Ну да, плане, что но её не, всё не равно... все готовы это слушать. Да. Но. Большинству нужно там простое что-то. Да. А на западный рынок, он чем вообще развитые страны, они чем отличаются, что люди там уже как бы порог потребления у них очень высок, и запрос идет уже повыше, то есть, ладно, попса понятно, но вот хочу послушать какую-то еще там интересную музыку, чтобы как-то развиться, как-то что-то услышать, а как звучат якуты с техно, например. Типа, круто, ну вот давайте послушаем, давайте. То есть у них есть вот эта способность потреблять что-то с открытым сознанием, скажем так, что они готовы, вот что-то им новое дается, там свежее, даже не новое, а что-то свежее, да, то есть они готовы это потреблять и попытаться понять, вот. А в России всегда с этим сложность, я не говорю, что все, нет, конечно, есть полно людей, кто открыт к этому, да, то есть к познанию, к созиданию какому-то, да, но это все равно меньшинство. И ввиду этого необходимо было выводить проект в любом случае на международные рельсы ставить. И как иначе? То есть только на английском языке, только выпуск на американском музыкальном лейбле нам дал вот именно какой-то первый буст, первое ускорение такое творческое, что там в США услышали нашу музыку и сказали, вот
достойно, Круто. классно. А как давай. вам удалось? Да, а вы же один из альбомов выпускали вот Shadow, да? Да. А как удалось это сделать? Очень тоже все такое, все случайность была, как обычно. У нас уже, как обычно, все, У нас уже вся передача идет. Никакой, да. Да. Никакого плана. Никаких планов. Да. Как произошло это? Просто сидели, получается, у нас был товарищ тогда, наш тоже коллега по цеху, мы музыку писали, Кеша. И он сказал, что вот есть выход на этот лейбл, давайте там выпустим ваш альбом. Им очень понравилось. То есть вы записали, свели и отправили. Да. Они действительно услышали и сказали, ой, чуть как классно, давайте с удовольствием выпустим вас. Слушатель, ну вот именно вот такой музыки, где в жанре, в которой ты работаешь, это все-таки молодежь. Больше. Ну вот сейчас... Или кто, ну или скажи тогда, Молодежь? либо портрет слушателей твоей музыки. Не, молодежь, несомненно, но тут еще зависит от формата мероприятия. Если мы делаем ночную вечеринку, конечно, там молодежь приходит. Но это действительно там 18-30, например, да. Если мы делаем концерты какие-то совместные, например, недавно там с Валей Ческырой, с Валентиной Ческырой там мы делали, да. Там мы очень много взрослого контингента подтянулись. Там бабушки вообще. Может быть, из-за Ческыры. Ну, то несомненно, но В они том же числе. тоже, да, но они пришли, и они такие, вау, там, давай, там, вообще Оказывается, отрываться. можно было так, да, где вы ходили до сих пор. Да, и сделать для них, для меня было, допустим, большой честью, не то чтобы честью, да, а как большой радостью, да, желанием, вот, что бабушки пришли, потанцевали, послушали, приобщились к культуре, налажен этот мост, был налажен какой-то мост хотя бы на этот вечер между молодежью там, и взрослым поколением, что те распознали, в тех увидели, они могут быть, и эти тоже, ну, это понятно, то есть, и это очень важно, потому что вот если следовать даже нашему нашей культуре, да, вот тому, что мы двигаем, мы же это одна из самых важных частей, что мы сохраняем это и передаем для будущих поколений. Ну да. Вот, потому что Записали, вот да, след остался. Все. след оставили, Но. и люди услышали, распознали, и дальше идем. И для народа в том числе это очень важно. Ну да. А как на Валентину вышла? Она согласилась сразу? Или опять же как-то вышло все спонтанно, мы тут сидели и зазвонил телефон? Ну, вообще, в целом-то, да, было тоже все спонтанно, по-моему, если честно. Вот. Но мы с ней как-то пересекались, потому что нас хотели часто связать, что вот есть этно-фьюжн-фолк артистка Ческыры, которая там уже, она там потурила. Да, и международные Да, в выступления уже. международных у нее площадках было, с разными группами выступала. И хотели нас соединить, что вот что будет. И мы должны были как-то пораньше познакомиться, но мы так знакомились, все не могли никак найти общую связь. Вот И в какой-то день звезды сошлись. да, Да. и все. Ну, здорово. И мы сошлись и начали общаться, дружить. И вот создали проект «Этнорейв», получается, то есть и как раз полноценно смешиваем ее голос, ее вот эти все звуки, которые она может издавать. Она же вообще там создает что? Вы были на ее концертах? Что-то невообразимое. Это безумие. Ну, Я несколько раз, у меня вообще был такой полет. Я никогда в жизни в такой транс не уходил. Потому что, да, техно-музыка, она сама по себе там цикличная, такая триповая, да, скажем, что Ну ты да. постоянно ходишь, ты там уже все, да. Я играл там и по 8 часов там техно, ладно, это окей. А тут вот с Валентиной, когда мы там пару часов поработали, это вообще невообразимое что-то было. Как будто ты просто растворяешься во вселенной и все. Такой полет прямо. Нирвана Вообще жестко. практически. Очень круто было. Вы же еще и дизайном занимаетесь, саундтреки пишете, для игр музыку пишете же, да? Об этом можешь еще рассказать? Да. Какие Не, ну, были интересные проекты? Недаром Что- мы сидим в IT-парке вообще. Кстати, это следующий вопрос был. Да. Вы же резидент IT-парка? Или... Сервисная. Ну, Сервисная. мы как бы работаем с айтишниками, помогаем, там Ну. саунд-дизайн какой-то пишем, саундтреки пишем для игр. Вот я и говорю про игры, Да, да, я да. упомянул уже. Так.
Но это отдельный рынок, вообще очень интересный. И... Очень мощный и распространенный, распространяющийся рынок, да. Но. Не, ну сейчас, конечно, вот для игр писать это отдельное, как сказать, отдельные, нужны даже, сказал бы, отдельные какие-то специальные условия. Вот. Ну да. Ну, то есть, вот, например, вот Нужно же знать портреты аудитории, для кого ты Да, пишешь. да. Очень важно попасть именно Да. то. Допустим, если это игра для детей, ну, надо знать, что дети хотят. Да. Вот правильно, вы правильно сказали. Да. Что это связано именно с тем, что если ты делаешь, Да. одно дело ты делаешь творчество, а другое дело ты делаешь такое что-то. На заказ. Да, очень важно. Ага. Здорово. Ну вот как раз про IT-парк, да, вы сервисная компания, я уже был в студии, да, вот про студию расскажи, когда она появилась. Сама студия у нас появилась, в принципе, вот даже не знаю, когда точно, ну, года 3, как IT-парк начал набирать, даже как IT-парк, когда открылся, я даже не помню уже, наверное. Но вот как он открылся, там через год, мы туда заехали. Значит, реально, вот, год до пандемии они открылись. Ага. Во-во-во. И мы заехали. Ну, вот в этом здании, да. Да. И начали вот у себя там в кабинетике сидеть и работать. Как раз там сразу заключили договор, что мы будем там делать для айтишников музыку, саунд-дизайн, вот. А сейчас уже по соседству там и Алексей Павлов с нами. Да, Леша, как раз с Лешей встретили там, ага. Да. Ага. И мы такие уже, как сказать, крыло музыкальное, что ли. Несколько кабинетов, и мы сразу можем, там, допустим, к нам заказчик пришел, мы сразу можем там где-то записать, где-то свести, где-то даже написать, сонграйтинг какой-то сделать, написать песню на заказ. Поэтому вот спокойно можно к нам прийти. Мы экспертизу сейчас делаем. То есть вообще мы, в принципе, студию свою развиваем и планируем дальше двигать. Какой-то будет, как говорят, свой лейбл, да? Да. Потому что уже и молодежь появилась, и ребята есть, которые активны очень и заинтересованы в написании, в продвижении. Очень много артистов вообще. Вот у нас же не зря говорят, якуты очень талантливые. Да. Действительно очень много людей, кто хочет реализоваться себя в сфере музыки. Именно в вашем жанре или вообще? Вы с коллегами как вообще общаетесь? Не, мы со всеми все хорошо, мы общаемся. Такого нету, что там, ой, ты в том жанре, мы с тобой не общаемся. Да. Ты какая-то попса, типа, да? Да. Но мы реалисты. Дружить надо со всеми. Ну, имеется в виду, там где-то, если ты крутишься там в большом мире, где у тебя там есть куча, а тут ты что, тут два земляка ходят, у тебя это твои же люди. И они же к тебе приходят, ты же с ними же и работаешь. Поэтому так и есть. Дружим, общаемся. И, в принципе, по заказам мы тоже раскидываемся, там, и так далее. Ну, если что-то приходит. Комьюнити есть, короче, сообщество. Ну да. Сообщество друзей, которые, ну вот, единой целью заражены. Да. Ну что, друзья, Семен, на каком у нас этапе блюда наше? Ну, получается, осталось совсем немного. Мы, получается, взяли овощи, лук, морковку мы спассеровали. Мясо немножко протушили, добавили воду. Добавили уже лапшу, отварную картошку. Сейчас добавим слегка немножко мучной заправки. Пару минут потомим и все. И в конце просто мы добавим полевой зеленый лук. Зеленый лук, тоже готовый, да? Да. И мы сейчас добавим. Солей. Да. Ну-ка. Айтал, ты внимательно следил? А то ты рассказывал, отвечал на вопросы. Я, честно, невнимательно следил. Невнимательно. Ну, ты, с другой стороны, передача в эфир выйдет, ты можешь посмотреть и сказать, блин, да. Точно. Вот такой Вариант. хитрый шаг. Слушай, ну, ты вообще что любишь кушать? Давай перейдем резко к этому. Резко к еде. И резко к еде, потому что я мясоед. едой запахло. Да, стало. я мясоед. Ага. Допустим, вчера стейки там готовили. Там нравится мясо, да, в принципе, любое. Оленина в том числе. Мясоед, ну как настоящий якут, да? Да. Мы же не можем без мяса, по-моему. Конечно. Ага. А так прям любимого блюда, такого прям любимого.
Жареная картошка. Жареная картошка. Самая С база. грибами без? Да даже просто. Да? Да. Самая обычная на сковороде, вот, пожаренная. Там. Ну, с грибами, конечно, топчик, но не всегда она есть. Ну да. Вот. А жареная картошка всегда есть под рукой. И погнали. Ты уже рассказал, что вот с Чисткой Ирой работали, да, ну, вот разными этими исполнителями. Как вы их выбираете? И я еще знаю, что вы с российскими, да, поработали, успели. Да. И с кем хочется, может быть, поработать еще? Ну, многие удивляются действительно, что у нас есть трек с Муджусом. А Муджус — это пионер российской электроники Рома Литвинов. И тут получилось так, что мы по счастливой случайности смогли с ним сделать совместную работу, совместный трек. И этот трек нам дал тоже какое-то вот, ну не то что признание, но такой цели не стоит. С кем интересно, да? Да, в любом случае, в первую очередь выбираешь, что тебе самому интересно с кем-то поработать. И есть артисты, которые высоко летают, там, ты не можешь до них добраться сразу, и смысла им нету с тобой делать что-то. Но сейчас мы активно сотрудничаем, работаем с топовыми российскими ребятами, с той же группой Cream Soda, с Locket Club, с Биклой. Вот есть очень классный парень Виталик. Он сейчас вообще турит там в Америке, ну, в США, очень много выступает. И мы, ну, в принципе, развиваем дальше. То есть мы уже немножко, можно сказать, так масштабировались и поддерживаем вот комьюнити и работаем, исходя из того, кто нам интересен. Ну и с кем, опять-таки, по пути, наверное, что ли, как-то так сказать. С кем хотел бы поработать еще? Ну, если вдруг такая возможность была. Ну, такого прям нету. Лет в 20 я бы, наверное, сказал, как какие-нибудь Daft Punk, там, условно. Но. Вот. Или там тот же Джефф Милс пусть будет. А почему нет, да? Да, классно, классно же, Но. классно. Вот, но на сегодня уже такого, когда ты уже такой взрослый дядя, скажем. Ну, имеется в виду, ты уже прошел этот путь, тебе уже, ну, как бы, ладно, все музыканты, все занимаются одним делом, и каждый работает на благо своего слушателя. Или как-то так. Такого прям нету, что, ой, я хочу сегодня с кем-то там фит. Вы финалист конкурса Jaeger Music Awards. Да. Да. Ага. Как туда попали и вообще планы же есть, и в фестивалях участвовать и все прочее? Ну, мы вообще туда тоже случайно попали. Вообще, кстати, сюда я тоже случайно попал. Случайно, по-моему, да. На самом деле, просто стою и все передачи Планов стою не было, рядом, да. Ты Да, не спал, просто и это- ты не спал и каждое утро просыпался, думал, вот не попасть к Цепанину на просто. Не было такого плана. А потом Сыпатин говорит, ладно, заходи тут, будем готовить. Да. Вот. Ну, по факту, да, получилось. Не то, что случайно, но мы просто, нам кто-то предложил, что вот, давайте поучаствуйте. И мы подхватили эту затею, и вот почему-то начали двигать. И Попали в финал даже. да, даже попали в финал, но вообще сам конкурс, он больше был рассчитан, наверное, не на то, что там победить, не победить, а больше на распространение информации. То есть ты как бы... На узнаваемость. Да, на повышение узнаваемости бренда твоего, Да. который ты двигаешь, и все. Продвижение себя. Да. Ну, то есть ты там получишь за первое место там 200 тысяч, ну и что? Как бы, молодец. И что? Там, Ага. ну, клип тебе снимут. А тут, с другой стороны, заметили. Ну тут да, тут узнаваемость, дополнительно о себе рассказываешь, люди тебя репостят, все снова, кто такие Уран там, ну то есть там не все же знают, там люди получают, вот это Уран, информацию. Итак, я смотрю, ну, точнее, ну, я уже вижу, да. И тем более я тебя просил прийти своими прибамбасами. Что ты принес нам? И мы же должны, телезрители должны больше, конечно, узнать, что такое, да. Да, я принес, взял свой ноутбук, колоночку и контроллер Akai PC40, на котором мы часто выступаем. Вот, помимо диджей-сетов, небольшие лайвы делаем. С помощью него можно, вот, например, я с ним ездил, вот когда в оленеводческое стойбище, показывал детям, как музыку
играть можно с этого контроллера. Оказывается. Ага. Да, что ты можешь там переключать, показывать. То есть каким-то образом туда закачиваются некоторые Да, сюда композиции, сэмплы, закидываются. Да, и да. потом их... И ты их соединяешь и получаешь. Либо ты можешь также играть готовые треки, как и диджей, то есть они конкретно сводят. Круто. Ну, знаешь, что я предлагаю? Давай. Семен нам уже насервировал, Так. там наложил. Как правильно? Да. Да. Сняли, да? Вот это Вот, сняли, Михаил, да. ты можешь брать. И я предлагаю сделать так, вооружиться приборами, Ага. Попробуй. да, попробовать. Так, пробуй. Ты будешь играть, а мы будем кушать. Окей. Да, ну как, под музыку весело же. В смысле, мы пробуем вместе, потом ее Да, сразу играем. пробуем вместе, да, и приятного аппетита нам, да. Хорошо. Да, всем Посмотрим, приятного. посмотрим, что у нас получилось. Ага. У-у-у! Вообще, Вообще шик. Как будто я как будто я на стойбище. Да, вот. Как будто я уже с оленями там бегаю. Да. Если бы чуть-чуть запах костра, все. Угу. Реально, как будто на костре. Семен, ну просто круто. Вообще отлично. Да. Хитро же я придумал, да? Кушать под музыку. Да? Ты можешь поставить такую, чтобы... Включим сейчас? Да, для желудочно-кишечного тракта. Хорошая музыка была. И пошла массовка. Вот, готов говорить. Я, если честно, вообще не понимаю, что там сейчас происходит на этом пульте. Там сэмплы. Ну, Они сэмплы, и они идут, видишь, вот с 2 каналов пока идет. А потом он... Здесь просто видно вот по... Да, можешь объяснять, что ты делаешь вообще. Да. Но сейчас я просто запустил трек, который у меня был. Ну, Ага. Фронтир играет. Тут Вот. можно потише чуть-чуть. Ага. Да, потому что... Это общий звук же, да? Общий это. Это я знаю, как... Ну, уже хорошо. Ага. На самом деле мы с музыкой, как рождаемся же, сразу с ней живем. Ну да. В любом виде просто, в разных видах. Все. Ой, как тебе? красота. Бульон вообще четкий. Вообще классно. Вот этот трек Фронтир играет. М, И сейчас я перейду уже в такую, Что-то другое. после этого трека. Давай. Просто покажу, как мы такой мини-лайф играем. То есть здесь как раз вот каждый сэмпл отдельно выводится, вот он Ага. играет. Ну, то есть они друг на друга накладываются, и другая музыка совершенно получается. Меняется, видишь, каждый выключаю, меняется ритм, включаю. скорость, все Допустим, прочее, да? включил, да? Ага. Это бас, да, там. Это что у нас там перкуссия, samples и потом переход делаем. Добавили вокал. М, И он играет. И вот пошел танцевальная часть. Ну, такой простой лайф. Вот. Как говорится, а Васька слушает, да ест. Ну так правильно. Да-да.
вторая танцевальная часть. Вот, кстати, трек с Кюне еще сыграем. Paranoia, noia faz, volta e voia, не на нас, не на них, не на вас, звери чуют, не достаст, не слушай, не смотри, голос сердца заглуши, напрягай, предлагай. Paranoia, noia faz. Paranoia, noia faz. Volta e voia, не на нас, не на них, не на вас. Звери чуют, не достаст, напрягай, разлагай. Паранойя, noia faz. Зачем мне эти сны? Зачем вам эти дни? Вредно, вредно. Вот так. Здорово. Да. Здорово, да. Конечно, да, мы можем стоять это слушать бесконечно, за кадр уйдем, еще послушаем. Айтал, спасибо, что ты был сегодня нашим гостем. И у нас такая добрая традиция есть, пожалуйста, на эту камеру. Пожелания для наших телезрителей. Так, ну я желаю нашим зрителям кушать вкусно, радоваться каждому дню прожитому, с удовольствием, позитивно и с большим настроением встречать каждый день. И смотреть, конечно, вкусно просто Просто вкусно. Мусхая. Всех зарекламировал. Просто вкусно в Мусхая. Мусхая, да. Просто вкусно Мусхая, да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Айтал Алексеев, участник электронного дуэта «Уран», продюсер, музыкант Айтал. Спасибо тебе Спасибо еще вам раз большое. большое. Спасибо. Надеюсь, ты посмотришь нашу передачу и Посмотрю. узнаешь, да, конкретно, что, как все делается. Семен Тарбахов, я Петр Цыпандин. На этом, друзья, мы заканчиваем нашу передачу. Будьте здоровы, реально кушайте всегда просто вкусно. Просто А мы уходим за кадр, ну и доедаем обязательно. Хорошо. Да, вкусно. Хорошо. Спасибо. Передача, кушать хочется всегда. Да, согласен.